30 тысяч человек ежедневно пересекают границу по реке Псоу в сторону Абхазии, рассказал в ходе пресс-конференции замначальника погранотряда СГБ Республики Рудольф Цыба. По условиям договора въезд в Абхазию разрешен только гражданам России и Абхазии, но без каких-либо ограничений. За первые сутки у нас пересекло государственную границу 8 тысяч человек. Со 2 по 3 число 21 тысяча. Далее до 28 тысяч. И в среднем у нас получается, что каждый день государственную границу пересекают именно к нам до 30 тысяч человек. По словам медиков, вспышка COVID-19 внутри страны и открытие границы – это события, никак не зависящие друг от друга. Вопрос о том, что у нас произошла вспышка, не связана с пересечением границы туристов из России. У нас это произошло на нашей территории из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице города Сухум. Как рассказала начальник лечебного управления Минздрава Саида Делба, Россия в случае обнаружения инфекции у туристов будет принимать их на лечение у себя в Сочи. Туда же в случае необходимости у Минздрава Абхазии будет возможность вывозить и своих граждан, заметила медик. Министерство здравоохранения Краснодарского края издало приказ, в котором определена четкая маршрутизация. Этот документ будет буквально на днях уже у нас. При необходимости, будут госпитализировать в Сочи. Но сейчас обговаривается маршрутизация в каком вопросе, в каком ключе, кто будет довозить их до больницы. Это их скорые будут приезжать или наши их будут туда довозить. Но то, что этих пациентов будет принимать Россия, и самое еще важное, что при необходимости и наших пациентов тоже будет принимать Россия. Это тоже обговорено. По словам Саиды Делбы, в субботу, 8 августа, в Абхазию приедут 6 врачей под руководством профессора Попова из института имени Сеченова. Реаниматологи, инфекционисты и терапевты. Они посмотрят Гудаутский ковидный центр, проанализируют ситуацию и по необходимости будут помогать со специалистами. У нас были 2 доктора-реаниматолога, был детский инфекционист в инфекционной больнице. Но когда у них в фазу вступила пандемия, они отозвали всех своих специалистов, которые были на нашей территории, потому что они были востребованы там. Но нам было сказано на правительственном уровне, наш министр вел переговоры, что в случае необходимости будут специалисты предоставлены. КПП «Ингур» также сейчас открыт для пересечения гражданами Абхазии, проходящими лечение в Грузии. За 2 дня границу с Грузией пересекли 476 человек. Гуманитарный коридор будет работать до 9 августа. По словам Саиды Делба, в основном границу пересекают онкологические больные и сопровождающие их лица. Я лично сама каждую выписку читаю, оцениваю экстренность ситуации, отзваниваю главврачам больниц, спрашиваю, действительно ли это так, данный пациент нуждается в экстренной помощи. Только согласование с врачами центральных районных больниц или нашей городской, республиканской больницы или другого лечебного учреждения, я лично выдаю справку для СГБ, подтверждаю, что данный пациент действительно нуждается в медицинской помощи. Все это зафиксировано, все это отслеживается. В настоящий момент в Гудауте лечение от новой коронавирусной инфекции проходит 40 человек. 2 из них в состоянии средней степени тяжести. 1 в тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. Также в ковидном центре находится 5 детей. Самому младшему из них – год. Марьяна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.